В прямом эфире чеченские вести. Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 18 декабря. По следам прямой линии. Ипотека закрыта, а ребенок находится под наблюдением специалистов. По поручению главы министра здравоохранения погасил ипотечный платеж за квартиру Иман Аль-Мурзаевой. Читай во имя твоего Господа. 30 хафизов приняли участие в региональном конкурсе чтецов Корана. Битва юниоров. Ребята отстаивают честь своего города или целого района. В Грозном проходит первенство республики по греко-римской борьбе. Ипотечный кредит Иман Аль-Мурзаевой, который должен был выплачиваться до 2036 года, полностью погашен. О содействии в решении этого вопроса она обратилась к Рамзану Кадырову во время ежегодной прямой линии. По поручению главы министра здравоохранения взял дело под личный контроль. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Обращение на пресс-конференции стал поворотным для семьи из Натеричного района. Жительница села Подгорное Иман Аль-Мурзаева обратилась к главе региона с просьбой помочь с оплатой ипотечного кредита. Дом, в котором живет семья, находился с обременением, и самостоятельно справиться женщина уже не могла. Рамзан Мач, очередной вопрос из ящика от жителей республики. Аль-Мурзаева Иман Туркоевна. Проблема. У дочери диагноз ДЦП. У нее опухоль головного мозга и эпилепсия. Муж на диализе. В 2020 году купили дом в ипотеку. В месяц отдают 20 тысяч рублей. Очень сложно выплачивать и просит помочь в погашении ипотеки. Номер телефона указали. Номер телефона и данные еще Рамзан Мач. Телефон там мил район я рехахтурду. Я мил район я должен. Решение последовало оперативно. По поручению Рамзана Кадырова ситуацию взял на контроль министр здравоохранения. С Аль-Мурзаевой связались в тот же вечер. На следующий день ее пригласили в банк, и долг в размере более 4 миллионов рублей был закрыт. Опухоль мозга ёшу, эпилепсия. А я с рождения ДЦП ёшуся. Леушается. Какой аюся. Так о кредитер в 2020 году яц. Тахент 36 год хотел стадал дешта 20 тысяч наш. Что почти прямой юэль. Хеза гинсент. Обратиться линии. Почти рейс хила лодерсон. В ходе дальнейшего общения выяснилось, что в семье воспитывается 13-летняя девочка с диагнозом ДЦП, после чего было принято решение расширить меры поддержки и оказать Яхите Хадизовой комплексную медицинскую помощь. К работе подключили профильных специалистов, в том числе девочки осмотрели в стоматологической клинике. Врачи оценили состояние ее зубов и полости рта. Выявили, что ребенок нуждается в санации полости рта, а в частности в хирургической санации и в терапевтической санации. Буквально завтра же будут сданы нужные анализы, то есть ребенка подготовят к общему наркозу и, соответственно, сразу на следующий день проведем операцию, все, что нужно будет сделать, мы сделаем. Далее девочку будут обследовать специалисты других направлений. По итогам консультации будет сформирован индивидуальный план лечения и реабилитации. Ипотека закрыта, а ребенок находится под наблюдением специалистов. Лечение и дальнейшее сопровождение остаются на контроле профильного министерства. Сейчас семья сосредоточена на здоровье ребенка, а один своевременно заданный вопрос стал шагом к решению сразу нескольких жизненно важных проблем. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика.
Счастливые истории по итогам прямой линии главы на этом не заканчиваются. Среди обратившихся к Рамзану Кадырову была 67-летняя Яхид Умарова, мать погибшего участника СВО. Хотя основной темой обращения был жилищный вопрос, заявительница также сообщила о проблемах со здоровьем, вызванных сахарным диабетом. Министр здравоохранения Адам Алханов пообещал оказать всю необходимую поддержку со стороны ведомства. Женщину направили в республиканский эндокринологический диспансер. Там ей провели комплекс диагностических исследований и консультаций профильных специалистов. По результатам обследования скорректирована лекарственная терапия. Дальнейшее лечение будет определено по итогам повторного осмотра с учетом полученных данных. Натана плюерсон динак джодох кумаду. So я экинчана весхалин дальше. Дери солил. Масалла дика хажи. Джодик коллектив юкер. Алла дери солил камнасана. «Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». Так началось откровение. Эти слова сегодня звучат так же живо, как и в ту ночь предопределения в пещере Хира в сердцах и голосах чеченских хафизов, участников республиканского конкурса чтецов благородного Корана имени Абу Салаха Абу Бакарова. Имена победителей в репортаже Ахмеда Рамазанова. Конкурс проходил в 2 этапа. Отборочный, в рамках которого каждая школа проводит внутренний конкурс и отбирает 2 лучших учеников для представления своей школы. И финальный этап, который прошел в здании Духовного управления мусульман Чеченской Республики, где встретились все участники, прошедшие отбор. Конкурс проводится на знание полного текста Священного Корана наизусть. Жюри оценивает уровень хифза, соблюдение правил таджвида и красоту чтения. В ходе мероприятия вспоминали жизненный путь хафиза Абу Салаха Абу Бакарова, каким человеком он был, и рассказывали о его благих деяниях. Гергелна кеда и иштхилчаха обычно он хитр даркуна хец ок сахти харкор кунстана иштана сантагн церахилна харган яц алхамдулилlah лхагойта кантана гергел барша юртр барша ахкатон дешвага бол дешвага имамет рончивага массу атман баатача яхлер бойцу ях мел дикунду за Чтецы показывали очень хороший уровень знаний Корана, и лишь небольшие запинки лишили исход конкурса. По итогу 3-е место занял Магомед Маскутов и получил приз в размере 20 тысяч рублей. 2-е место завоевал Билал Магомадов. Ему вручили 30 тысяч. И на пьедестал почета поднялся Магомед Тутаев. Благодаря 1-му месту он поедет на Умру. Магомед Тутаев рассказал о подготовке и впечатлениях в конкурсе. Конкурс Проигравших в данном мероприятии нет. Участники получили новые знания, переняли хорошие качества друг друга. Кроме того, всем вручили благодарственные письма. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. 100 юниоров боролись за звание чемпиона на первенстве республики по греко-римской борьбе. Свою технику, волю к победе демонстрировали лучшие атлеты под сводами Центра спортивной борьбы имени Бувайса Расайтиева. Победители получили заветную путевку на первенство Северо-Кавказского округа. О радости триумфа и уроках поражений. Репортаж Турпала Тайсумова. Захват, бросок, бал. В спортивном центре имени Бувайса Расайтиева сошлись юноши до 21 года. Их цель – внести себя в список лучших. Участие в соревнованиях по греко-римской борьбе принимают около 100 человек со всех муниципалитетов Чеченской Республики. Зал, вы, как сами видите, очень шикарный для проведения не только первенства республики, СКФО, чемпионат страны, даже проведение чемпионата мира можно спокойно здесь провести, так как это все позволяет. Благодаря нашему руководству огромное спасибо им. У нас
нас 10 весовых категорий. Ребята участвуют здесь все без каких-либо привилегий. Даже те ребята, которые в прошлом году у нас были в тройке в призовых на первенство страны, даже те, которые чемпионами стали, они у нас сегодня участвуют, показывают мастерство. Друзья и родственники выступающих поддерживают своих товарищей. Судьи следят за тем, чтобы борьба велась исключительно честно, в любом моменте, без спорных ситуаций. В каждой схватке ведется серьезная борьба с целью набрать очки или же одержать досрочную победу. Ребята отстаивают честь своего города или целого района. Одним из героев спортивного дня стал Умалхат Гайтиев, выступающий в категории до 87 килограмм. В схватке против Абдурахмана Гихаева он не оставил сопернику шансов и уверенно прошел в следующую стадию. Греко-римская борьба, по его словам, понравилась ему с первой тренировки, которую он начал в 10 лет. Турнир посетили спортсмены, которые имеют успех на международной арене. Например, Абумуслим Амаев. Сейчас он борется за Болгарию в связи с политическим давлением на российских спортсменов. Но каждую победу посвящает исключительно своему, родному краю. дальнейшем. Массу ночи чего по-любому шейкома послушать дешду, шейкома лошабу, когда хинца вынуждены почти докой арианс лет деш. По результатам первенства победители и призеры получат возможность выступить на турнире Северо-Кавказского федерального округа. Он состоится в феврале следующего года именно здесь. Турпал Алита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Фестивали, выставки, концерты. Более 200 мероприятий проведено в рамках статуса «Грозная культурная столица России». Особый акцент был сделан на событиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Торжественная церемония закрытия состоялась во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Год ознаменовался значительными преобразованиями и во внешнем облике города. Благоустроенные общественные пространства, реализованы архитектурные проекты и проведена модернизация инфраструктуры. Репортаж Лимды Джамалдиновой. За короткий срок субъект превратился в один из самых динамично развивающихся в стране. Грозный город с уникальной историей, путь которого не имеет себе равных. Он, проложенный через разрушение, боли и испытания, привел к созданию устойчивости и развитию. Сегодня он уверенно подводит итоги года в статусе культурной столицы России. Торжественная церемония проходит во Дворце торжеств Дагуна Амаева, где ведущие артисты региона дарят публике незабываемые впечатления. Говоря о значении культуры, здесь неизменно вспоминаются слова первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова: «Без культуры нет нации». Именно культура была и остается основой национального самосознания, источником силы и преемственности поколений. В течение года в Грозном велась системная работа. Изменения коснулись и облика столицы. Город стал площадкой для проведения международных и всероссийских мероприятий, культурных фестивалей, научных форумов и образовательных конференций. Заметные преобразования произошли и во внешнем облике столицы. Были благоустроены общественные пространства, реализованы амбициозные архитектурные проекты, модернизирована дорожная и городская инфраструктура. Была открыта современная образовательная, культурная и спортивная центры. В ходе вечера заместителю министра культуры России была вручена почетная грамота от главы региона, а также благодарственное письмо исполняющему обязанности директора фонда «Культурная столица года». Мэр города тоже получил заслуженную награду. Министр культуры Российской Федерации Кроме того, Хасмагомед Кадыров был признан лучшим мэром 2025 года. Проект «Культурная столица года» в Грозном получил высокую оценку Министерства культуры России. На конкурсе присутствовали 21 группа, это 21 город из различных регионов. В очень такой трудный и серьезный
спортивной, скажем, борьбе победил город Грозный. Город очень активно развивается. Это дает огромный импульс и дальнейшему экономическому развитию. И самое главное, я уже говорил о том, что соблюдаются и исторические ценности, и преемственность поколений. И самое главное, сохраняются те культурные ценности, которые остаются еще в городе. Поэтому здесь восторг вызывает абсолютно все. За год в статусе культурной столицы в Грозном прошло более 180 мероприятий федерального уровня. Фестивали, гастрольные проекты, выставки и концерты, насыщенные разнообразной культурной повесткой. Каждое из этих событий стало отражением творческой энергии города. Грозный задал очень серьезную планку для своих предшественников. Весь город Грозный и все ведомство Министерства культуры, Департамент культуры отработали культурную столицу по масштабу. И могу сказать, что мы сегодня заслуженно носим статус культурная столица 2025 года, поскольку в нашей республике побывало невероятное количество ведущих, известных в стране коллективов. Это и известные исполнители, известные симфонические оркестры, это ведущие театры страны. Также состоялось заседание оргкомитета, на котором обсудили дальнейшие планы и предложения по развитию проекта. Статус культурной столицы наступающего года передан городу Омску. Масштабы культурных мероприятий и их количество не могут не впечатлять. И я считаю, что это не конец культурного пути, а самый разгар и начало. И дальше будет только больше. И я не могу не отметить комплексное развитие региона, которое осуществилось благодаря вниманию как федеральных властей, так и включению Рамзана Ахматовича Кадырова, который возглавил оргкомитет культурной столицы года, и качественной межведомственной работы учреждений и ведомств в городе Грозном. Особые слова благодарности в реализации всех мероприятий, посвященных культурной столице, прозвучали в адрес регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также главе Чеченской Республики, личное внимание которого к вопросам культуры задало устойчивый вектор развития. Итоги подведены на высокой ноте в прямом и переносном смысле. Грозный в статусе культурной столицы не просто отчитался, а блестяще выступил. И теперь с этим багажом республика движется дальше. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.